Футболисты сборной Уругвая со счетом 3-0 переиграли команду Колумбии в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Результативными ударами отметились Эдинсон Кавани, Дарвин Нуньес, а также Луис Суарес, для которого этот гол стал 63-м в составе национальной команды. Форвард мадридского Атлетико является лучшим бомбардиром в истории сборной Уругвая. Его команда занимает 4-е место в отборочной группе, набрав 6 очков. Колумбийцы идут на 6-й строке, имея на счету 4 пункта. В следующем туре уругвайцы на своем поле примут команду Бразилии, а сборная Колумбии в гостях сыграет с эквадорцами. Женская сборная России по баскетболу выиграла у команды Боснии и Герцеговины в 4-м матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года. Встреча прошла в Сараеве и завершилась со счетом 72-68. Самым результативным игроком матча стала форвард россиянок Раиса Мусина, набравшая 25 очков. Благодаря этой победе российские баскетболистки возглавили таблицу группы С, набрав 7 пунктов. Команда Боснии и Герцеговины с тем же количеством баллов идет на 2-й позиции. Третье место с 6 очками занимает сборная Швейцарии. 4 баллами замыкает квартет представительницы Эстонии, с которыми россиянки сыграют следующий матч. Встреча пройдет 4 февраля. Московский ЦСКА на своем льду со счетом 7-0 победил Сочи в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Дублем отметился Сергей Андронов. По одной шайбе забросили Константин Акулов, Антон Слепышов, Егор Афанасьев, Мэтт Робинсон и Никита Коростелев. Армейцы продолжают лидировать в таблице Западной конференции, имея в активе 41 очко. Сочи располагается на 10-й позиции, набрав 18 баллов. В следующем матче ЦСКА на домашней арене примет Ярославский Локомотив, а сочинцы в гостях сыграют с Минским Динамо. Задачей минимум российского теннисиста Даниила Медведева на итоговом турнире ATP является победа в одном матче. Об этом спортсмен заявил перед стартом соревнований. В прошлом сезоне Медведев занял 4-е место в группе, проиграв все 3 встречи. В этом году россиянин выступит в квартете с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, немцем Александром Зверевым и аргентинцем Диего Шварцманом. Напомним, 24-летний Даниил Медведев занимает 4-е место в мировом рейтинге. На его счету 8 побед на стартах ATP. Итоговый турнир стартует сегодня в Лондоне и продлится до 22 ноября. В первой игре 17 числа россиянин сойдется с Александром Зверевым. Перейдем к событиям нашего региона. Покер студента Северо-Восточного федерального университета Янника Самплея помог Липецкому ЛКС одержать победу над Нижегородским Норманом в матче 8-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Встреча завершилась со счетом 8-2. Помимо Самплея в составе победителей взятия ворот провели Александр Войнов, на его счету дубль, а также Алексей Белоусов и Павел Назаров. У проигравших отличились Роман Глынин и Дмитрий Навальнев. Теперь в активе Самплея, ранее выступавшим за якутскую «Зарю», 9 голов в текущем сезоне. Его ЛКС занимает 2-е место в таблице Западной конференции, набрав 21 очко. Улучшить показатели его рийский бомбардир постарается в следующем матче, в котором его команда дома сыграет с дублем «Газпром» Югры. Горный Улус представил талисманы 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары». Ими стали лось по имени Тургун, символизирующий легкую атлетику, бизон Берген, олицетворяющий физические качества чемпионов, и цветок Кырсада, представляющий красоту и грацию. Автором и художником талисманов выступил Александр Алексеев. Напомним, игры Манчары пройдут летом 2021 года в Горном Улусе. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!